Отсутствие специализированной одежды, касок, средств индивидуальной защиты нередко приводит к производственным травмам, а иногда даже к летальным исходам. Конечно, каждый человек сам должен быть заинтересован в сохранении своего здоровья и жизни. Однако это не снимает ответственности с работодателя, ведь именно он отвечает перед законом за соблюдение работниками требований трудового законодательства. На строительном участке в Яндере такие нарушения налицо. Особое внимание на условия соблюдения охраны труда обращает и трудинспекция. Здесь возводят школу на 540 мест. Работы начались в начале года. Инспекторы интересуются напрямую у рабочих, не ущемляет ли их права работодатель. Так, перчаткам хорошо. Перчатки, шпаки, Заработную плату получают вовремя. Строительные материалы тоже привозят по расписанию. Только вот в спецодежде работать не совсем удобно, вот и не носят, заявляют рабочие. Например, эта бригада на высоте 2-3 этажей занимается фасадными работами без защитного троса. А в каске на строительном участке инспекция не встретила никого. Как заявляет прораб, все необходимое для защиты работников – спецкостюмы, респираторы, каски, перчатки, тросы – в наличии есть. Просто работники их не совсем жалуют. Сейчас по их гардеробу пройти, они везде лежат там. Как будто, знаете, они одевают бронежилеты, тяжело им одеть. Они не хотят, чтобы они в рабочем спецодежде выделялись, наверное. Однако это не освобождает от ответственности. Необходимо предпринять все меры для безопасности рабочих, даже вопреки их неоправданной позиции, объясняют проверяющие. Поговорили с начальником участка, что это общая цель для общего блага, потому что завтра может случиться несчастный случай из-за какой-то каски, которая стоит 150 рублей. Начальник участка, в свою очередь, обещает в кратчайшие сроки устранить замечания по охране труда работников. Я не говорю, что с меня ответственность снимается. Будем с сегодняшнего дня будем реагировать. Будем насильно заставлять тогда. Раз не хотят по доброй воле, придется насильно заставлять. Или увольнять с работы тогда. Будем нанимать других, которые будут надевать спецодежду. Проверяет комиссия не только безопасность труда, но и его легальность. В строительстве объекта задействовано более 60 человек. Пообщавшись с работниками, выяснилось, что трудовые договоры со многими из них заключены только в устной форме. Незнание закона не освобождает от ответственности. Тем более с таким сроком, на таких должностях, если вы работали, об этом точно ходили. Царь Боку, Вегорегиош, Вейбоку, договор 20 штук. Инспекторы объясняют, от несчастных случаев никто не застрахован, а получив производственную травму на строительном объекте, работники не смогут рассчитывать ни на какую помощь от подрядчика, ни отстоять свои права. Ведь они здесь трудятся неофициально, а все составленные договоры работников с подрядчиком будут проверять на законность их заключения и выплачиваются ли по ним страховые или иные взносы. Случаи бывают и тяжелые, и легкие, и смертельные у нас, вы знаете, бывают. В таких случаях работник, который работает незаконно, без соответствующего оформления соответствующих документов, который пока работодатель не оплатит страховой взнос, он практически остается без законного внимания даже со стороны государства. В свою очередь, трудинспекция постаралась разъяснить работникам пользу легальной занятости. Ну а подрядчику напомнили, что наказание обойдется гораздо дороже. Согласно административному кодексу, за такие нарушения предусмотрены штрафы в размере до 20 тысяч для должностного лица и до 50 тысяч для юридического. Если здесь подходить по каждому нарушению, то из этого получатся огромные штрафы, где в таком случае работодателю лучше было бы оформить свой договор законно, платить свои страховые взносы и налоги, предоставить работнику надлежащие условия, тем более это его обязанность, а не право.
Только за последний год на строительных объектах региона зарегистрировано около 15 случаев производственных травм. Причины самые разные, в том числе и отсутствие средств защиты и специализированной одежды. И в большинстве из этих случаев с работниками не были заключены договоры. Им так и не компенсировали ущерб. В общем, о безопасности труда не думают ни сами рабочие, ни работодатели. Однако компетентные органы не дремлют и заинтересованы в соблюдении требований законодательства. Работники трудинспекции будут регулярно наведываться на строительные объекты и в случае нарушений не ограничиваться предупреждениями, а наказывать рублем. Диана Дударова, Магомед Дидигов, Новости 24.